Снова здравствуйте, Хайрлы Кен. Добро пожаловать на нашу сессию по ежегодной программе финансирования отдела по связям с общественностью. Сегодня с вами наши коллеги Эмбер Ора, атташе по культуре и образованию, Шон Бода, пресс-атташе, Серик Досалиев, грантовый координатор, и Асемкуль Бекешева, грантовый координатор в Алмате. Меня зовут Салтанат. Мы сегодня ответим на ваши вопросы, расскажем о программе Annual Program Statement, ежегодная программа финансирования. И я хочу передать слово нашему атташе по культуре и образованию Эмбер Ора. Thank you, Salty. Саламатсыз дерме, кош келдіңіздер, добро пожаловать, здравствуйте. So, my name is Amber Ora. I am the cultural attaché in Embassy Nursultan, and I first want to give some general remarks about our funding opportunities and this specific annual program statement. Позвольте мне перевести, я буду переводить. Меня зовут Эмбер Ора, я атташе по культуре и образованию, и сегодня мы расскажем вам вкратце о программе финансирования Annual Program Statement. Because you're in this session, we assume you have seen and read through the annual program statement that is available on our website. Мы предполагаем, что вы присоединились к нашей сегодняшней сессии, потому что вы увидели наше объявление о ежегодном финансировании на сайте посольства, ознакомились с ним и, соответственно, присоединились. Now, we have at the same time another grant opportunity that's also on the website. В это же время у нас на сайте посольства опубликована еще одна возможность финансирования. Now, we wanted this session to go over the specifics and what we hope to see from strong competitive proposals from you, but also at the end, we'll be having a Q&A, question-answer session, in case you have questions about this or the difference between the other proposals or Мы сегодня проводим нашу сессию для того, чтобы рассказать вам немного больше о программе финансирования, для того, чтобы вы могли написать сильные заявки, которые мы хотим получить от вас. И в конце нашей сессии будет время для вопросов. Мы ответим на ваши вопросы, которые у вас останутся по теме ежегодной программе финансирования отдела по связям с общественностью, либо другим возможностям финансирования, которые есть у нас на сайте. So this annual program statement is an opportunity that we offer to the public to submit proposals for the mission consideration that, to be competitive, will address specific topics which we have identified, and they vary possibly every year. So this year's topics are different than those from last year. И ежегодная программа финансирования, она каждый год фокусируется на различных темах. И сегодня мы расскажем вам более подробно о темах, которые были опубликованы в этом году, но они могут отличаться от тех тем, которые были опубликованы в предыдущие годы. Now, the three themes that we have picked this year all have one thing in common, and that is, as noted in the call for proposals, they need to focus on strengthening the cultural ties between the United States and Kazakhstan on one of these priority program themes. В этом году мы выделили 3 основные приоритетные темы, но они объединяются одной общей идеей. И идея заключается в том, что заявки должны освещать укрепление культурных связей между Соединенными Штатами и Казахстаном. Now,
what does that mean? To have an American component to increase those cultural ties could be speakers from the United States, partnering with an American organization in holding some kind of joint program, performance, exhibition, training, or it could involve some level of exchange itself. But we need to see a very clear American or United States connection in the proposals. Что же это значит? Укрепление связей с Соединенными Штатами. Это может означать, что в проектной заявке будет указан спикер или организация, с которой будет проводиться совместная программа, обмен культурный, какая-то деятельность, которая позволит укрепить связи между Соединенными Штатами и Казахстаном. Нам очень важно видеть американский компонент в заявках, поданных на эту программу финансирования. Now, the three priority topics, which I believe you have probably already reviewed, but briefly, the first one is effectively harnessing social media, digital media, or promoting media literacy. Первая тема, возможно, вы уже ознакомились с этими темами. Первая тема, которую мы выделили, это эффективное использование социальных сетей, цифровых медиа и повышение медиаграмотности. And this theme has several objectives identified, as well as target project audiences. Now, I just wanted to confirm that one proposal does not need to meet all of those objectives and all of those audiences, but it does need to identify specifically which of those you will be addressing through your proposal. Под этой темой мы определили задачи, которые мы хотим достичь, и аудиторию, которую мы хотим достичь. Ваша проектная заявка, она не должна стараться покрыть все задачи и достичь все аудитории, но она должна явно показывать, какую задачу вы хотите достичь и какой аудитории вы пытаетесь достичь. And one notable point I wanted to make on this first topic, and I do see that someone has raised their hand, but I think, are we asking individuals to put questions in the chat? Давайте мы пока сейчас будем писать вопросы в чате, потому что мы видим, что вы подняли руку, но мы хотим вначале сделать мини-презентацию, рассказать о программе, и потом мы будем отвечать на вопросы. Пока вы можете писать вопросы в чат. Okay, thank you. So for this first topic, we wanted to draw your attention to the fact that there are a few different possible focuses within the objectives. Some are increasing social media literacy skills for the public, as well as more targeted opportunities in developing media professionals and their skills. Например, несколько задач, указанные в первой приоритетной теме, это в целом повышение навыков грамотности и использования социальных сетей для населения, но также более специфично это поддержка профессионалов СМИ и развитие их медианавыков. And my colleague, who's also on the line from the embassy section of the press, will talk a little bit more about that after me. И после Эмбер выступит Шон и расскажет немножко больше об этой теме. The second major theme that we've identified is civil society capacity building. Вторая приоритетная сфера, которую мы определили, это наращивание потенциала гражданского общества. And within
the call, there are very specific objectives that have been identified, and I'll leave it to questions if people want to dig a little bit more into those, but it's essentially various types of training for civil society organizations. В этой сфере мы также определили задачи. Они различные. В целом они покрывают наращивание потенциала гражданского общества. И если вы хотите более подробно поговорить об этом, я оставлю для этого время во время вопросов и ответов. And then the third major theme that we've identified is somewhat general for your areas that you've identified in how we can share America with Kazakhstan. And this, as you'll note in the objectives, is primarily focused on educational or cultural programs, including helping celebrate the 30th anniversary of US-Kazakhstan bilateral relations later this year. Третья сфера, она очень обширная, она направлена на то, как можно рассказать больше в Казахстане про Америку, про Соединенные Штаты. Задачи, поставленные в этой сфере, они связаны с образованием, с культурными проектами, но также большой акцент мы хотим сделать на празднование 30-летия двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном. And before I turn it over to Sean and then Salty and other colleagues for more technical details, I just want to reiterate or note something about the timeline and process. Прежде чем я передам слово Шону и своим коллегам грантовой команды, чтобы отвечать также на технические вопросы, хочу обратить внимание на следующее, на временные рамки. So we are accepting proposals through July, and the proposals. Sorry, Amber. Мы принимаем заявки до середины июля. All the proposals that we receive by the first deadline, April 15th, will be reviewed shortly thereafter. Any proposals received between April and July will be reviewed after the July deadline. Заявки, которые будут приняты к первому сроку подачи заявок 15 апреля, будут рассмотрены, как это позволит нам график, в первой половине мая, в течение мая. Заявки, полученные после апреля, будут рассмотрены после второго срока подачи заявок, после 15 июля, соответственно. And unfortunately, if any proposals are received after July 15th, they will not be eligible for review under this funding opportunity. Если заявки будут получены после 15 июля, к сожалению, они не будут рассмотрены в рамках этой программы финансирования. And with that, I will turn it over to Sean. Хочу передать слово Шону. Спасибо. Спасибо, Amber. Selamet derme. मेरो नाम Sean Boda, я пресс-атташе. I will also go in my native language of English to speak a little bit more about the first priority area that Amber listed when giving her very detailed and excellent overview of our annual program statement. Позвольте мне переключиться на мой родной язык, и я расскажу немножко больше про первые приоритетные сферы, о которой Эмбер очень подробно рассказала в рамках программы, ежегодной программы финансирования. So, in my capacity as the press attaché, I want to let everyone know that in addition to the APS, we do anticipate some additional grant opportunities specifically for media organizations. But this particular priority area is also an extremely important
aspect of our annual program statement. And I would like to emphasize, as Amber did, that it's not just for the professional media or for journalists. В роли пресс-атташе я хочу обратить ваше внимание, что помимо ежегодной программы финансирования отдела по связям с общественностью будут опубликованы возможности финансирования медиапрограмм, и эта же приоритетная тема в рамках APS, она нацелена не только на медиаспециалистов, но в целом для публики. And one aspect of that is promoting media literacy. And I wanted to talk specifically about media literacy because when we think of media literacy, we often think of, students in class or, journalists being able to parse out disinformation. But this is also for the general public. And specifically, we're looking at Kazakh language speaking public and in rural or areas outside of the major cities. Хочу обратить ваше внимание на эту тему повышения медиаграмотности в рамках этой программы APS. Очень часто, когда мы думаем о медиаграмотности, мы представляем себе студентов, журналистов, медиаспециалистов. Но эта программа, она предназначена для широкой общественности, для молодежи, для населения, проживающего в сельской местности, вне больших городов, чтобы можно было также иметь навыки дезинформации. I know that we will have a question and answer session at the end of this, but I did notice one question that already popped up, and I think that it leads to an important point, and this had to do with the focus of a project potentially being on public health or epidemiological media literacy, and I think that that is a very well thought out aspect of how you could formulate your projects. It doesn't have to be so broad as to cover all disinformation or just media literacy. It can have a very specific objective that fits within the priority areas, including media literacy and countering disinformation. Хочу обратить ваше внимание, что мы будем отвечать на вопросы позже, но я заметила очень хороший вопрос, который уже есть в чате о здоровье населения, да, об эпидемиологической ситуации. И хотел обратить на это внимание, что это очень хорошая хорошо сформулированная идея, которую тоже можно рассмотреть в качестве дезинформации как проектную заявку. And the last thing that I will mention is that even though there is a focus and we talk about social media, and I know that most people are very familiar with social media, especially youth, I think it's important to emphasize the kinds of training that we are looking to promote has more to do with helping young social entrepreneurs or professionals be able to design, manage, and carry out effective campaigns rather than just how to use social media. И одна из задач этой темы также использование социальных сетей, социального медиа, и очень часто молодежь является пользователями социальных сетей. Но мы также хотим сфокусироваться на том, чтобы научить людей использовать социальные сети для того, чтобы создавать свои кампании и проводить их грамотно. And one final aspect to emphasize is that in this day and age,
there are many people that are active, what we might call citizen journalists, bloggers, and others. And so it's important to think broadly when you think of working with journalists. It may not just be at a traditional media outlet, but perhaps influencers or others that are focused on topics not normally covered in the traditional media. И также хочу отметить, в-третьих, то, что в современном обществе публикуют новости не только медиаспециалисты, но также гражданские журналисты, так называемые блогеры, инфлюенсеры, и можно также остановиться на этой аудитории. So thanks again to Amber and the whole team, and I look forward to answering any further questions in the question and answer period. Благодарю Эмбер и всю команду, и я также готов отвечать на вопросы, которые вы напишите нам в чате. Great, thank you. I think, Salty, we can turn it over to you if you guys had some specific technicalities you wanted to address, or maybe you're getting enough questions in the chat, which unfortunately I can't see right now. I'll leave it to you if you think we should start Q&A or if you wanted to give a couple notes. Sure, let me pass it on. Давайте, коллеги, я передам слово пока, наверное, Серику и Асе. Они видят в чате вопросы. У меня сейчас, к сожалению, тоже небольшие сложности. Я попробую их решить пока. Серик, Асе, можете начать отвечать на вопросы, которые звучат, может быть, технические вопросы? Здравствуйте всем. Саламатсыздар ма бәріңізге? Мен және менің әріптесім Асенгүл. Ары қарай осыны жалғастыра берейік. Енді мен көп тұрған бірінші сұрағыма жауап бере берейін. Ләззат Дүйсенбекова сұрағы. Бағдарламаға қатысу үшін ағылшын тілін білуі шарт па? Жоқ, ол шарт емес, бірақ барлық сіздің беретін құжаттарыңыз міндетті түрде ағылшын тілінде болу керек. Бірақ сіздің өзіңіздің жеке басыңыздың ағылшын тілін білуі шарт емес. Келесі сұрақ. Ләззат Дүйсенбекова сұрайды. Эффективное использование Фейсбука, соцсетей и так далее туралы айтылды. Бұл жерде мәселе өзгертулерге үйрету туралы ма, әлде мәселенің әлеуметтік желілерде барынша кең көрініс табу туралы ма? Нақтырақ айтқанда, осы әлеуметтік желілердің пайдаланушыларды қандай да бір ақпарат көргенде, осы ақпарат жалған ақпарат па, өтірік па, әлде шын ба, және сенімді ме, соның айыру білу қабілетін үйрету. Яғни айтқанда, егер де қандай да бір жасөспірім осы әлеуметтік желілерде, Фейсбукта, Инстаграмда, Ютубта қандай да осыны ақпарат әлеуметтік желілерде ақпаратты көргенде, оның осы ақпаратты сынау қабілеттілігін дамыту. Яғни айтқанда, ол осы ақпаратты қалай тексере алады, оны шын ба, әлде өтірік па, оны қалай айыра алады, сол қабілетті біліктілік деңгейін жоғарылату үшін сіздің жобаңыз бағытталу керек. Және де сонымен қатар сіз айтылғандай, сіз өз жобаңызды іске асыру кезінде осы әлеуметтік желілерді өзіңіздің пайдаңызға пайдалана аласыз. Басқаша айтқанда, өзіңіздің жобаның нәтижесін арттыру үшін және оның таралу көлемін көбейту үшін, басқа адамдарға жеткізу үшін осы әлеуметтік желілердің өзінде ақ пайдалана аласыз. Можно я немножко тоже отвечу на вопросы, наверное, даже технические, потому что они повторяются, и, возможно, мы уже что-то сказали, но не очень ясно. Хочу сказать, что объявление о возможности финансирования на 3 языках опубликовано на сайте посольства США. Вы можете ознакомиться, оно очень подробно описано. Все приоритетные сферы, задачи, аудитории, цели, как заполнять. Также есть 6 приложений, которые мы просим вас заполнить. Среди них есть обязательные и необязательные приложения. Вы все можете скачать на сайте посольства. Заполняются все документы на английском языке.
вы можете присылать их нам на электронный адрес kz-passproposal@state.gov. Мы принимаем имейлы. Все вопросы, которые у вас возникают технические по заполнению, вы также можете обращаться к нам по имейлу или по телефонам, указанным в объявлении. И мы консультируем только в рамках технической поддержки, то есть как заполнить формы. Мы не консультируем, не советуем, какие темы брать, как писать, ну вот именно по контексту, да, заявки, какие заявки, ну, то есть мы не даем никакие рекомендации именно по программной части, но мы можем проконсультировать по техническим регистрациям. Я вижу также, что есть вопросы, что возникли сложности с техническими регистрациями. Также на нашем сайте мы выложили предыдущие видео, когда мы делали вопросы-ответы по техническим регистрациям, которые необходимы для участия в проекте. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на все ресурсы, которые имеются на сайте посольства. Так, давайте, здравствуйте, коллеги, Салимет Системе, давайте я отвечу на следующие вопросы. Был такой вопрос. Организация работает с США, и был вопрос. Сұрағым, ақштан жеке тұлғаларды медиа тренер ретінде тартуға болады ма? Әлде міндетті түрде заңды тұлға болуы шарт па? Жоқ, эксперттерді тартуға болады ақштан, міндетті түрде заңды тұлға болуы шарт емес. То есть, если вы будете привлекать экспертов в США, не обязательно, чтобы они были как бы частью какой-то организации, они могут быть спикерами и являться индивидуальными предпринимателями. Главное, чтобы они оплатили налоги. Следующая. Наша организация является организацией, обучающей медиаторов. Мы также проводим медиации. Скажите, пожалуйста, можем ли мы принять участие в каком-либо проекте? Возможно, в проектах по второй теме. Возможно, если ваш проект подходит по второй теме, конечно же, вы можете принять участие. Главное в этой программе – это указать и показать американский компонент и как нашей культуры, как бы показать американский компонент, и вы сможете участвовать, если это сделаете. Так, подскажите, пожалуйста, можно ли кому-то... Салта уже ответила на этот вопрос. Вы можете к нам обращаться именно по техническим вопросам. Добрый день. Мы в 2019 году получали грант по программе малых грантов. Можем ли мы принять участие? Да, вы можете принять участие, потому что программа APS, это как бы другая программа, и здесь нету никаких ограничений, поэтому вы сможете принять, Нурия. Я продолжу. Здесь вопрос от Ару. Здравствуйте, нам очень сложно удается зарегистрироваться. Можете ли помочь в этом вопросе? Да, мы можем помочь вам в вопросе регистрации. В объявлении есть email, куда задаются заявки. Вы также можете туда написать свой вопрос. Желательно, чтобы вы написали вашу организацию, ваш БИН и контактный номер, чтобы мы могли связаться с вами и объяснить весь процесс регистрации и оказать вам необходимую помощь. Это также касается по поводу регистрации и получения данного номера NKH-кода. Здесь вопрос, можно ли подробно объяснить про получение номера NKH. Об этом мы уже говорили в предыдущей сессии по SGP. Вы можете посмотреть, там, в принципе, объясняется весь процесс. Если же вы хотите еще раз подробно, мы хотели попросить, чтобы вы нам написали, мы вам конкретно более детально скажем, чтобы не занимать время этой сессии сейчас. Спасибо. Можно, тут есть вопрос, что означает американский компонент. Я думаю, что этот вопрос очень часто звучит и не всегда понятен, поэтому, может быть, я попрошу еще раз Amber попробовать ответить на этот вопрос. Amber, the question is, what is American component? Do you mind responding to it one more time? Because sometimes it's not very clear. Yeah, thank you. So according to, just to reiterate what the call says, an American cultural element or connection may involve American experts, organizations,
or institutions. What that might look like is, let's say your proposal includes a training program of some sort for the audience, then one of your guest speakers or trainers might come from an organization who has expertise or experience in that area from the United States. Давайте я еще раз повторю. Вот в объявлении написано, что все предложения программы должны включать в себя элемент американской культуры или связь с американскими экспертами, организациями, учреждениями, которые будут способствовать более глубокому пониманию США. Например, если вы делаете какой-то проект и приглашаете спикера американского, который будет помогать вам с этим проектом, это как раз-таки будет американский компонент. Is there a more specific question to that, Salty? No, it's just general. What is the American component? So one of the examples was that if it's a speaker, I'm thinking maybe I missed something from your response, but colleagues, did I cover everything that Amber said about the American component? Да, я думаю, вы все рассказали. Давайте, если непонятно, можно как бы, если не совсем понятно, что такое американский компонент, вы можете задать более уточняющие вопросы. Давайте к следующим вопросам переходить. Дальнейшее, давайте перейдем к следующему вопросу от Раузы Калиевой. Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли вам звонить в офис, просто на email ответ не получила, или лучше писать вам в Facebook? Желательно нам писать на электронную почту, которая указана в объявлении. К сожалению, из-за того, что сейчас усилился карантин, мы не имеем возможности работать в офисе и работаем удаленно. Но мы отвечаем на электронную почту. Желательно, как я уже сказал, написать там свои контактные данные, чтобы мы могли связаться и процесс мог идти быстрее. Сейчас я кину в чат объявление на сайте посольства, потому что я вижу, что написали, что не могут найти его, то, которое мы недавно опубликовали. Следующий вопрос от Альмиры Жилкашиновой. Здравствуйте, институты развития могут участвовать? Могут участвовать все юридические лица, которые являются некоммерческими и негосударственными. Вопрос от Гаухары Умаровой. Тематика грантовых программ как формируется? Она формируется исходя из политики посольства США в Казахстане и ежегодно определяются специальные темы, как указано в программе. Вопрос от Ольги Свириденко. Дедлайн первого раунда 15 апреля. Очень мало времени на подготовку. Можно ли продлить срок для первого раунда? Я бы хотел уточнить, что у APS есть два крайних срока, то есть два дедлайна. Это 15 апреля и 15 июля. Если вы не успеете к первому сроку, вы можете еще успеть подать заявку до второго конечного срока. Ақбокен Гилманованың сұрағы, саламатсыздар ма, медициналық қызметтерге қатысуға бола ма? Өкінішке орай жеке тұлғалар қатыса алмайды. Егер сіз қатысқыңыз келсе, бұл бағдарламада сіз өзіңіздің атынан емес, өзіңіздің үйіңіздің атыңыздан ғана қатыса аласыз. Байжанның сұрағы, әскери қолданбалы өнер мектептеріне қандай қолдау бар? Рахмет. Байжан, егер сіз қандай да бір осы бағдарламаның мақсаттарына және олардың жобалық көздейтін жобаның аудиториясына келетін ұсынысты берсеңіз, біз сіздің жобаңызды қарастырамыз. Егер де оны қарастыратын комиссия мақұлдаса, сізге қаржыландыру береді.
Вопрос, где можно посмотреть видео про регистрацию SamDance и так далее. В данный момент они расположены в объявлении программы малых грантов SGP, там же на сайте посольства, где находятся гранты. Но после этой сессии, я думаю, мы добавим второе видео по техническим вопросам-ответам к этому объявлению также. Вопрос от Гамала Тузельбаева. От и до какой суммы можно писать заявки? Суммы заявок варьируются от 5 до 50 тысяч долларов. Далее вопрос от Тумановой Маргарита. Если подать заявку в первый период до 15 апреля и она не пройдет, можно ли будет подавать во второй период? Если идет речь об одном и том же проекте, то тогда нет. Если вы собираетесь подать другой проект, то тогда да, можно. Вопрос от Улан Шамшет. Что изменилось в политике отбора проектов? В принципе, политика указана в объявлении, там есть свои критерии, сколько баллов за какой компонент доставляется и по каким критериям измеряется проект. Вы можете ознакомиться и увидеть их приоритетность в зависимости от содержания. Ирина Исаева задает вопрос: данный конкурс для НПО или для индивидуальных участников тоже? Нет, с этого года или, конкретно говоря, в этом году участие могут принять только организации, юридические лица. Индивидуальные предприниматели, физические лица, которые имели такую возможность в предыдущих годах, в этом году, к сожалению, не имеют. Уже есть регистрация на sam.gov, Engage, Dance, но нужна помощь с продлением. Как уже было сказано выше, вы можете написать нам на электронную почту, которая указана в объявлении, описать свою ситуацию и обязательно предоставить свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться и подсказать, что и да и как. Ләззат Дүйсенбекованың сұрағы: кімдер қатыса алады, кімдер қатыса алмайды дегенді қалай қайдан білуге болады? Бұл мәселе және де жалпы бағдарлама бойынша барлық талаптарды, шарттарды біздің сайтымызда көрсетілген хабарламадан көруге болады. Бұл хабарлама үш тілде көрсетілген: ағылшынша, орысша, қазақша. Қандай тілде сізге оңай және ыңғайлы, сол тілді оқып пайдаланып таныссаңыз болады. Бірақ барлық құжаттар тек қана ағылшын тілінде тапсырылады. Для тех, кто присоединился не сначала, и вопросы многие повторяются, хотят узнать больше о приоритетных темах, мы предлагаем вам либо пересмотреть запись нашей сегодняшней сессии, которая будет позже опубликована, но также вы можете более подробно ознакомиться детально со всеми нюансами возможности финансирования на сайте посольства на 3 языках. Объявление опубликовано на 3 языках. Келесі сұрақ Ләззат Дүйсенбекованың сұрайды: жеке мекеме оқыту және дамыту орталығы қатыса ала ма? Жекеменшік ЖОО қатыса ала ма? Нақтырақ айтқанда, егер де сіздің үйіңіз заң бойынша жекеменшік болса да, бейкоммерциялық және мемлекеттік емес болмаса, онда сіз қатыса аласыз. Мұнда мен қосып өтейін, Серік, сіздің неңізге жеке жоғарғы оқу орындары қатыса алады. Бұл біздің бағдарламаның нұсқаулығында жазылған. Я хотела, вот ранее был вопрос, мы его, наверное, уже пропустили, разница между APS и SGP, да, Annual Program Statement, ежегодная программа финансирования дела по связям с общественностью, и программа малых грантов. Основная разница в том, что программа малых грантов, она предназначена для гражданского общества Казахстана. В ней нет необходимости в американском компоненте. В то время как APS, Annual Program Statement, обязательным критерием для проектных заявок должно быть наличие американского компонента. Вопрос от Альбина Ф.
Добрый день. Можно ли подать одновременно заявку на данный конкурс и Small Grants Program? Второй вопрос. В каком формате предполагается проведение исследования, лекций, семинара, обмен студентами для проведения исследования, круглый стол и другие? Да, вы можете подать заявку на 2 программы одновременно. Мы не даем каких-либо, то есть не ставим каких-либо ограничений по поводу того, что вы могли подать заявку и на программу Annual Program Statement, и на программу Small Grants Program. Касательно вашего второго вопроса, вы исходите из своего опыта, из своих знаний и из того, как вы собираетесь реализовать свой проект. Мы рекомендуем всегда иметь запасной план, потому что с предыдущего года, поскольку мы находимся в состоянии пандемии, нам пришлось многие проекты изменять и вырабатывать альтернативы к традиционным методам проведения тех же семинаров, лекций, обменов студентами и так далее. Они, например, переходят в онлайн-формат, сэкономленные деньги используются для увеличения масштаба или же конечного результата этого проекта. То есть желательно, чтобы вы в своих предлагаемых проектах предусмотрели запасной план, допустим, на случай карантина, введения новых ограничений, чтобы проект мог реализовываться в альтернативном. Вы в своих предлагаемых проектах предусмотрели... Давайте я отвечу на вопрос, который чуть выше был, про налоги американским экспертам. Ну, знаете, вам нужно будет это уточнить с вашим экспертом, потому что в Америке они платят индивидуально, как мы, ИПН, и у них это очень строго все прослеживается, поэтому вам нужно будет уточнить с вашим экспертом, кого вы хотите привлечь, какие будут расходы помимо гонорара, налоги, и если вы планируете кого-то привлекать, тоже учесть это в бюджете, чтобы потом как бы у вас не было нестыковок. Let me maybe, Assem, if I can add here just on that point that regarding the American component, it's not absolutely mandatory that there is an American in the project. However, I want to stress that that will make a project more competitive. In theory, there could be a project that's promoting a very well-known, core American type of art, for example, or music, but you're going to have a very strong link to how that American expertise, best practice, or the essence of that American component is in your project. And that is often very strongly tied to having an American expert participate, but it's not absolutely mandatory. Так, давайте я переведу тогда. Вот здесь многие спрашивают про американский компонент, и Эмбер уточнила, что не обязательно иметь как бы человека с Америки, да, или именно американского эксперта, какую-то американскую организацию, но это сделает, если у вас будет этот как бы, скажем так, представитель, то это сделает вашу заявку более конкурентоспособной. И для того, чтобы, если вы не планируете привлекать американского эксперта или американскую организацию, а планируете сами показать, ваш проект будет как бы в Казахстане, но будет показывать что-то там, американскую, возможно, музыку, да, какую-то именно связанную с Америкой, или с американской культурой, но вы должны тогда будете очень четко показать, как вы будете это реализовывать, потому что когда мы говорим об американском компоненте, тут же как бы представляется какое-то именно участие американцев или представителей этой культуры. Следующие вопросы.
Следующий Вижу вопрос. вопрос от Бибигуль. Ответьте, эти гранты в рамках рамочного соглашения или нет? Все гранты посольства США в рамках рамочного соглашения, подписанного в 1992 году, если я не ошибаюсь, и которое было заново подписано в начале 2000-х. И посольство США является представителем Госдепа. Это все гранты, они подпадают под рамочное соглашение. Следующий вопрос от Зинеш Мирей. Добрый день, проекты преимущественно должны быть онлайн или офлайн? Здесь очень трудно сказать, потому что мы не можем прогнозировать, какая будет ситуация в дальнейшем в ходе реализации ваших проектов. Но то, что мы можем точно наверняка сказать, что желательно, чтобы у вас были оба варианты продуманы, предусмотрены. То есть вы можете подать заявку как и в формате офлайн, так и онлайн. В принципе, мы уже начали практиковать это в прошлом году, и у нас уже есть проекты, где был один формат, но, например, сейчас, ввиду ограничений и карантинных мер, они перешли на запасной вариант. Вопрос от Маржан Тажиева. Если мы запланировали тренинг с привлечением экспертов, можно ли, чтобы один эксперт был из США? Как уже моя коллега отвечала, да, это возможно. Вы можете привлечь эксперта из США. Назия Жоя Мергеновның сұрағы, дедлайн 15 сәуірге дейін екен. Егер оған үлгермесе, екінші раундтағылар жобаны қашан жүзеге асырып үлгеруі тиіс? 2022 жылы ма? Жоқ, әдетте біз осы соңғы күннің мерзімінен кейін 2 немесе 3 ай аралығында жобаның басталуын күтеміз. То есть вопрос от Назии, если же проект не успевает податься до 15 апреля, до первого дедлайна, обозначает ли, что те проекты, которые подаются на второй раунд, будут реализовываться в 2022 году? Нет. Проекты будут реализовываться ожидаемо в течение 2 или максимум 3 месяцев с датой дедлайна, на которую вы подали. Давайте я отвечу на вопросы по бюджету. Консультируем ли мы по бюджету и как правильно разбить по категориям? В самом объявлении очень подробно расписан бюджет. Бюджет должен быть составлен на английском языке, в долларах США, вернее, заявка пишется на английском языке, весь бюджет должен быть в долларах США. И в самом объявлении расписаны категории бюджета, да, все разделы бюджета. То есть там есть персонал, вот задают вопрос, что такое fringe benefits, оборудование и так далее и тому подобное. И в объявлении расписано, как рассчитывается заработная плата персонала, что можно включать в оборудование, чем отличается оборудование от supplies, да, от, как у нас это называется, других расходов. И если у вас все еще остаются вопросы по бюджету, вы можете нам написать email, но также, так как прозвучал вопрос по fringe benefits, сейчас я гляну и попробую ответить на него. Секундочку. По бюджету во fringe benefits входят все налоги, связанные с зарплатой, то есть это отчисления обязательные, пенсионные, страхование и так далее и тому подобное. Итак, это, ну, то, что касается fringe benefits. И разница между оборудованием и расходными материалами, equipment and supplies. В equipment относится только то оборудование, те предметы стоимостью более $5000 за один предмет. Все, что стоит меньше $5000, например, если вы покупаете компьютер, то вы его относите в категорию расходные материалы. Переходя к следующему вопросу, Гульден Аубакирова спрашивает: добрый день, можно ли применить элементы американской культуры без приглашения экспертов, так как это денежные расходы и эпидемическая ситуация? Да, конечно, здесь нет такого, чтобы вы должны прям сделать это таким образом, чтобы был американец из Америки, из США. Вы можете предоставить другие альтернативные варианты, возможности. Здесь нет ограничений в этом плане. Вопрос от Гулюм Есен. What about the format? Could we plan offline projects? Yes, you can offline project, but
we recommend to have plan B for the case if you will have quarantine or other restriction measures during the implementation of your project. Лариса Ташенова спрашивает, прошу прощения, уточните, пожалуйста, чем отличается программа малых грантов от рассматриваемой сейчас? Программа малых грантов предназначена только для юридических, некоммерческих и негосударственных организаций в Казахстане, и оно в первую очередь реализуется в пользу гражданского общества Казахстана. В свою очередь, программа малых грантов имеет очень специфические темы, которые больше направлены на гражданское общество, и в этом году она имеет другие темы, такие как качество воздуха, возобновляемые источники энергии и противодействие торговле людьми. В сравнении с этим Annual Program Statement, о котором мы сейчас говорим, оно имеет другие цели, то есть оно направлено, во-первых, на то, чтобы укрепить взаимосвязи, взаимодействие, в том числе культурные, в сфере образования, в сфере медиа между Казахстаном, США и гражданами Казахстана и гражданами Соединенных Штатов Америки. То есть это должна быть обоюдно выгодная программа, то есть обоюдно выгодный проект, который будет приносить пользу не только Казахстану, но и для американских налогоплательщиков. Надеюсь, этот ответ вам дал понимание. Если нет, дайте мне, пожалуйста, знать, я попробую по-другому объяснить. Можно я отвечу? Здесь мне в личные прислали сообщения. Могут ли участвовать зарубежные организации? Так, куда он у меня ушел? Могут ли участвовать организации, зарегистрированные за рубежом, гражданами Казахстана, занимающимися проблемой граждан РК? По программе APS американские и казахстанские организации могут участвовать. Нурлан пишет, спрашивает, как и где искать американского эксперта, есть ли какие-то площадки, надо ли давать куда-то объявление. Ну, вам нужно определиться с вашей темой, и я думаю, что вы сможете, как только вы определите, какую тему вы хотите раскрыть, там уже искать экспертов для вашего проекта. Такой вопрос. Здесь был ранее вопрос от Улана. Вот несколько раз он спрашивал. Так, он говорил, кажется, что изменилось в политике отбора проектов. Ничего не изменилось. Все так же наш отбор проходит по тем же критериям, что и раньше. Я советую вам подать, и хотела бы сказать, что мы не можем отвечать на вопросы, подойдет ли такой проект или такой проект, потому что мы знаем, что вы знаете лучше, что мы верим в вашу креативность, и что мы указали как бы guidelines, да, на что обращать внимание, а уже какой интересный проект вы предложите, мы как бы будем ждать от вас. Потому что я вижу, что люди пишут, такой проект подойдет, такой проект подойдет. Подходят все проекты. Просто комитет, он уже будет решать, смотреть по всем разным направлениям. По оценке у нас также здесь есть, да, evaluation criteria, на что обратить внимание. Почитайте внимательно, и вы увидите, как нужно написать заявку, чтобы она была успешной. К сожалению, мы не предоставляем примеры успешных заявок, потому что главное – это идея, да, идея вашего проекта, какая она будет. И, в принципе, правила написания заявки, они предоставлены. Sean, do you mind answering one of the questions from Yerkan Tekianov? He put his question in English, so do you want me to read it or do you see it? Please go ahead and read it. There's been a lot in the chat. Yeah, Is it sure. one of the latest ones, but I want to make sure I get the right one. Okay, so can local university with private partner invite professors from US University for online conference or series of online meeting for marketing and media for tourism and destination developments as one topic, or policy measures supporting travel industry cases from US that might be relevant to Kazakhstan? Can local university invite
offline or online academic school for travel researchers with US university? And then another question on implementation, but I can take that. Sure. Let me address that question. It's a great question. One part of the question, I think it's important to make clear that being creative on how you involve experts, whether from the United States or otherwise, and thinking about how to implement a program under a global pandemic would definitely include online components, conferences, and other things. And these are great cost-saving mechanisms as well. Thank you, Sean. Let me translate the question as well. And I'll have something else to say about the specific question, but wanted to give time to translate. Sure, thank you. Мы хотели ответить на вопрос от Яркана, который у нас в чате на английском языке. Может ли местный университет пригласить профессора из США, из университета США для онлайн-конференции на серию тем онлайн-маркетинга и медиатуризма, Destination Development, как одна из тем важных, да, для туризм индустрии в Казахстане. И ответ, который дал Шон, это очень важно быть креативными, да, творческими в своем подходе, особенно во время пандемии, когда нам приходится делать очень много мероприятий, проводить онлайн. И Sean, so I think I've been very brief to summarize your idea, but I hopefully didn't miss the main idea. You're doing do you want to continue? Amazing job. Let me, though, say specifically that if you look at our first priority program area, our focus is again on countering disinformation, promoting media literacy, working with entrepreneurs and professionals, designing, managing an online campaign. Can that include an aspect on travel and tourism? Maybe, but I think it's important to make sure that when writing your proposal, you look at our project objectives and target audience and make sure that that is a primary component of your project. If it's just on building the tourism industry, I would say that probably does not address the program priority areas, at least in the first priority area that I've been focused on. И продолжая отвечать на вопрос Яркана, первая сфера, приоритетная сфера, тема, как она звучит, это эффективное использование социальных сетей и повышение медиаграмотности. И если говорить о теме, которую упоминаете вы, Яркан, можно ли ее сюда как-то подвязать? Может быть, да. И если вы как-то свяжете свою тему с медиаграмотностью или с дезинформацией, то, может быть, да, но если вы хотите, основная цель вашего проекта – это развитие туризма и поездок, то, может быть, не совсем будет подходить ваша тема. Sean, if you're done, I just want to add one thing, and then I think I'm cognizant of the time. For that project, Salty, I would just note to Yerkin that if the focus were sharing best practices in America in promoting tourism or innovative platforms to promote tourism in a way that the university on an educational level, so they're building up that focus and sharing American best practices from a US institution or university, that may work under Sharing America with Kazakhstan, which is the third objective.
Спасибо, Эмбер. Thank you, Эмбер. Я хочу добавить к тому, что сказал Шон. Если вы будете, Еркан, отвечая на ваш вопрос, если вы будете рассматривать вопрос о продвижении туризма с точки зрения, как это делается в университетах Америки, да, или как американский опыт, то, возможно, ваша тема подойдет под третью приоритетную тему, когда мы делимся опытом американским с казахстанским населением. И did I cover that all? Мне кажется, что я что-то еще упустила. Коллеги, подскажите мне. Да, Эмбер советует вам подумать, возможно, ваш проект больше подойдет по тему, ну, по EPS, по теме знакомить Америку с Казахстаном. Может быть, как бы вам лучше углубиться в это направление. Знаете, у нас время уже подошло к концу, уже 3 часа. Я думаю, что если у вас еще остались вопросы, звоните нам. На сайтах есть наши телефоны, наши имейлы, наши рабочие телефоны. Вы можете звонить мне на рабочий, он у меня как бы подвязан, вас переведут. Или можете сказать, соединить с нами, вас обязательно соединят. Поэтому, если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете звонить или писать нам. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Время наше закончилось. Пожалуйста, пишите нам на e-mail, звоните на телефоны. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. И всю подробную информацию, пожалуйста, снова смотрите в объявлении. Всего доброго, хорошего дня.